Доброе утро! Телеканал Якутия-24 НВК Саха приветствует всех наших дорогих телезрителей. Вы смотрите «Утро Якутии», и сегодня с вами я, Дарья Анкеха. Как всегда, мы приветствуем это замечательное морозное утро всех наших любимых телезрителей. И, конечно же, хотелось бы, чтобы это утро вы встретили вместе с нами вот в таком семейном кругу с нашими полезными рубриками, полезными сюжетами и, конечно же, беседе интересными гостями. Поэтому в ближайший час оставайтесь вместе с нами. И я думаю, вам будет о чем подумать, о чем поговорить со своими близкими за чашечкой утреннего кофе. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы начинаем наш эфир с небольшой телевикторины. Итак, у вас есть шанс получить вот такую памятную кружку с логотипами телеканала НВК Саха. Здесь есть сладенький презент еще специально для вас. Я думаю, будет приятной мелочью, но очень такой памятной. Ваша задача ответить на вопрос, который я сейчас озвучу. Внимание, отвечать нужно будет, позвонив нам по номеру 42 14 39. Запоминаем номер, вы его видите прямо сейчас на экране. Это несложно. Нужно будет позвонить, пообщаться с нами в прямом эфире и назвать правильный ответ. Если вы назовете правильно, презент достанется вам уже сегодня. Итак, вопрос будет достаточно легким. Про какой месяц не писал Шекспир? Еще раз, про какой месяц не писал Шекспир? И мы ждем ваши ответы. Звоните. В течение эфира мы обязательно дадим вам возможность поговорить с нами в прямом эфире. Дерзайте. Возможно, вот такой замечательный утренний презент достанется именно вам. Ну а мы движемся далее и сейчас поговорим о том, какая же у нас погода за окном. На 6 часов утра температура воздуха в центральных районах была на отметке минус 11 градусов. В Заречной группе 6-9 ниже 0. В южных 8-9 градусов со знаком минус. В Вилюйской группе 8-13 градусов мороза, в Нижнеленских до минус 20. В западных 4-12 ниже 0. В Колымы-Дигирской группе Лусов 9-20 со знаком минус, в Янских до минус 29. На северо-западе ожидается до 27 мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 9 градусов. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Сегодня днем небольшой снег. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 6 градусов. Ну а пока мы еще, возможно, все просыпаемся, заряжаемся энергией, наши коллеги из новостного отдела уже рады ознакомить нас с последними новостями, которые произошли в нашей республике и за ее пределами. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! Далее блок новостей. Ленский мост обеспечит четырехкратное увеличение транспортной доступности якутян с 22,2% до 87,3%. Он станет опорным пунктом для важного логистического маршрута Якутии, связав восточную и западную части республики круглогодичным сообщением через реку Лену. Мост обеспечит наземное сообщение между Иркутской и Магаданской областями, соединит Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали с Северным морским путем. Он свяжет федеральные автомобильные дороги Лена и Колыма с автодорогой Вилюй. Восточная часть России и будет связана с побережьем Охотского моря. Жителям Якутска впервые показали уникальные кадры о столице республики в 50-е и 60-е годы. Киноматериалы были отсняты известным архитектором Эдуардом Путинцевым. Именно он стоял у истоков строительства первых каменных домов в Якутске. Здания Русского театра, ФСБ, универмага номер 4 и так далее были спроектированы именно им. Также он не раз снимал спортивные состязания. Отснятые материалы хранил и оцифровал его сын Константин Путинцев. Далее передал Центру аудиовизуального наследия республики. Отрывки тех кинопленок, которые снимал сам Эдуард Петрович Путинцев. Там есть и город Якутск 50-х годов, 55-х, 6-х годов. Там масса спортивных мероприятий, вот эти спартакиады, которые, как сегодня мы проводим спартакиаду народов Якутии, манчары, да, а как это зарождалось у нас в Якутии, показывает эта кинолента, очень хорошо сохранившиеся ленты и масса
оказывается, видов спорта было, значит, представлено на этой спартакиаде. Вот поэтому мы пригласили спортивную общественность с тем, чтобы, значит, определить людей. Нам помогли, кто, значит, принимал участие там в этих мероприятиях, соревнований и так далее. Ну и посмотрите город Якутск, какой он был в начале 50-х годов, как строился Якутский госуниверситет и так далее, и так далее. В столице республики состоялась торжественная выписка 8 малышей. Мероприятие прошло в Зимнем саду перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы. Среди новорожденных 4 мальчика и 4 девочки. С прибавлением 2 семьи стали многодетными. Со знаменательным событием мам и малышей поздравили не только родные и близкие, но и те, кто помог появиться на свет малышам. Каждой семье вручили цветы, подарки и сертификаты республиканского целевого капитала «Дети столетия». Отметим, что торжественная выписка приурочена ко Дню матери в Якутии и Дню отца в России. И для нас это тоже большое счастье. Детей мы выписываем здоровыми в течение нескольких дней. Как раз этими детьми занимались огромная армия наших сотрудников. Мы в течение года ежегодно принимаем более 3000 родов в нашем перинатальном центре. И я считаю, что социальная поддержка, приуроченные году семьи, они очень дают хороший результат. Именно мы последние годы отмечаем рост рождаемости. Артек летом постели более 1000 детей из 68 стран. В Крым приехали дети из Германии, Греции, Италии, Канады, США, Кореи, Китая и многих других европейских, африканских и азиатских стран. Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения России, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Всего с начала года «Артек» принял 33 391 ребенка, а с 2014 года около 340 тысяч детей. Сегодня 24 октября. В этот день, в 1897 году, в Санкт-Петербурге провели первый в истории России официально зафиксированный футбольный матч. На плацу первого кадетского корпуса встретились команды Василеостровского общества футболистов и кружка любителей спорта. В тот день, на тот момент, выиграла команда Василеостровского общества футболистов со счетом 6-0. В команде победителей играли главным образом опытные футболисты из Великобритании. Подробнее об этой дате узнаем далее. На календаре 24 октября – Всемирный день информации о развитии. По народному календарю – День Святого Филиппа. На Руси на Филиппа обычно начиналась канитель. Так люди называли распутицу и грязь на дорогах. Важное значение для этого дня имели снег и лед. По снегу судили о будущих прибылях. Если он лег на сырую землю, но не растаял, весной можно было надеяться на хороший доход. Кроме того, утренний снегопад на Филиппа предвещал студеную зиму. Если реки к этому времени замерзали, то нужно было обязательно походить по льду. Это сулило улучшение в денежных делах. Этот день в истории. 1648. Заключен Вестфальский мир. 1897. В России проведен первый официально зафиксированный футбольный матч. 1924. Начало выхода газеты «Молодежь с севера» «Хотугу Итчат», ставшей первым молодежным изданием на якутском языке. 1935. На Спасской башне Московского Кремля установлена первая пятиконечная звезда. 1939. Впервые поступили в продажу нейлоновые чулки, создав ажиотаж среди покупательниц. 1950. В СССР создан армейский спецназ. В этот день родились Парацельс, швейцарский врач и алхимик; Вильгельм Вебер, немецкий физик; Даниэль Сваровский, австрийский предприниматель, основатель хрустальной империи Сваровски; Константин Юон, русский и советский живописец, теоретик искусства, народный художник СССР; Серго Орджоникидзе, советский государственный и политический деятель; Аркадий Райкин, советский актер театра, эстрады и кино, режиссер, юморист, народный артист СССР.
Надежда Троян, советская разведчица, кандидат медицинских наук, герой Советского Союза. Венедикт Ерофеев, советский писатель. Динара Асанова, советский режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Антон, Зинаида, Илларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Феофан, Филарет и Филипп. Памятные даты и события, несомненно, греют душу. Поколения сменяют поколения, проходит время, но воспоминания об истории сохраняются и находят отражение в нас. Точно так же сохраняются и передаются вещи, которые были значимы для наших предков. Их мы называем реликвиями. В Алдане существует сообщество любителей ретро-автомобилей, произведенных еще в Советском Союзе. Для них это часть истории, для кого-то из них это предмет коллекционирования, ну а кто-то просто получает удовольствие, восстанавливая винтажные машины. ЗИС-5 является памятником дорожным строителям, стоявшим у истоков зарождения автомобильного хозяйства на прииске Незаметном. Трехтонка была установлена на улице Мегина Кангаласской в 1979 году. Вот уже почти месяц постамент пустует, машина встала на капитальный ремонт. Фары, все различные элементы кузова, траверсы, рама – это все оригинальное, все кованая, скажем так, не штампованная, как это делают сейчас. По инициативе властей города решено восстановить автомобиль, воплотивший в себе искру истории Алданского района. Идею поддержал коллектив объединения «Содействие развитию предпринимательства». Часть площади одного из гаражных боксов в настоящее время отведена под мастерскую. Над воссозданием машины трудится 7 человек. Основная цель в ремонте этой автомашины, то есть чтобы она выглядела как можно ближе к его истинному виду и чтобы, естественно, она двигалась. Сварщик Вадим Люлечкин сейчас занимается реставрацией кабины. Частично детали в ней будут выполнены из дерева. Задача масштабная и работы предстоит много. Очень много. Вот от одной кабины только 96 чертежей. То есть каждая деталь полностью прописана, прорисована. Делаем шаблоны в натуральную величину, вот такие. Потом уже переносим все это на дерево. Вадим работает в строгом соответствии с чертежами. Документы со схемами в прямом смысле бесценны. Графические изображения подсказывают мастерам, что и как нужно делать, чтобы дать полуторке вторую жизнь. Очень сложно было найти вот именно чертежи, потому что вот эти чертежи, именно это копии с чертежей 50-го года. И поделился с Ульяновска, тоже энтузиаст один, он тоже занимается реконструкцией, восстановлением вот таких автомобилей. В первой половине прошлого века в Южной Якутии на этой машине в числе других начинали работать дорожные строители. Автомобиль преодолел тысячи километров дорог, а максимальная его скорость составляла порядка 30 километров в час. Некоторые агрегаты, как, например, задний мост, сохранились достаточно хорошо. Все запчасти были смазаны, то есть никакой ржавчины, то есть минимальная ржавчина, то есть очень сохранено хорошо. Износ деталей вообще минимальный. ЗИС-5 автомобиль надежный, и в случае поломки отремонтировать его можно было подручными средствами. Однако технологии ушли вперед, и сегодня эксплуатация машины при первоначальных технических характеристиках затруднительна. Некоторые виды топлива сейчас попросту не производятся. Самая большая проблема – это двигатель. Потому что двигатель этот предназначен для работы на низкооктановых бензинах. И запустить его на 92-м бензине, который сейчас распространен, очень будет проблематично. Придется применять ряд технических изменений в этом двигателе, чтобы попробовать его запустить на 92-м бензине. Автомобиль ЗИС-5 является одной из визитных карточек города. И сейчас инициаторы идеи по его восстановлению продумывают вопрос сохранности машины. Все-таки была первоначальная задумка к 9 мая завести, проехать своим ходом в парадных колоннах. После этого ее надо вернуть будет на постамент. И вот тут возникает вопрос сохранности этой машины. Как ее сохранить, чтобы она была в хорошем состоянии? Потому что машина восстанавливается полностью, детализованно, будут восстановлены и стекла, и двери, и окна, максимально приведена к оригинальному состоянию своему.
Ремонт трехтонки по предварительным прикидкам мастеров продлится не один месяц. Ожидается, что на праздновании 80-летия Великой Победы легендарный ЗИС-5 примет участие в транспортном параде и пройдет в колонне ретро-автомобилей. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. 11 октября 2024 года в Ростове-на-Дону завершились финальные соревнования Всероссийской военной спортивной игры «Казачий сполох», в которой приняли участие кадеты 11 войсковых казачьих обществ России. И наша команда из Жатая приехала, заняв призовые места. И сегодня они у нас в гостях. Знакомьтесь, это классный руководитель казачьего 9 класса «Патриот» поселка Жатай Евгения Киуру и капитан команды казачьего 9 класса «Патриот» Руслан Николаенко. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Евгения Анатольевна, первый вопрос, конечно же, к вам. Да? Расскажите вообще о реализации образовательных программ с использованием культурно-исторических традиций казачества. Ну, в нашем поселке существует на сегодняшний день 4 казачьих класса. 2 класса в нашей школе, я ошиблась, 5, да, и 3 класса в школе номер 1 поселка Жатай. Мы разработали программы и работаем по этим программам. Но своими наработками очень можем со всеми поделиться, всем, кто хочет узнать побольше, поподробнее о нашей деятельности. Ну, то есть необходимо отметить, что ребята учатся по простой общеобразовательной программе, да, и, соответственно, есть какая-то дополнительная программа, или у них вообще отличается программа от других ребят? Ну, в общем, ничем особо не отличается, но есть, конечно, 2 предмета, которые являются основополагающими в этом классе. Это предмет начальная военная подготовка, который начинал работать вот именно с 5 класса. Ребята учились начальной военной подготовки на уроках НВП. Значит, она проходила 2 раза в неделю. Ребятам нужно было учиться находиться в строю, уметь отдавать честь. Значит, то есть они долго этому учились. Ну и второй предмет – это история казачества. Этим предметом занимаюсь я. Я уже в них именно проводите, да? Да, провожу. Ну, то есть, по сути, это как доп. Образование, да, не мешающее основному образованию? Вообще эти 2 предмета находятся в общем расписании. В общем, как бы они, можно сказать, и дополнительное образование, но в то же время они находятся в общем образовательном процессе. Хорошо. Руслан, расскажи о своих впечатлениях об участии вот, во всероссийском этапе. Это достаточно такой серьезный конкурс. Как готовился, с какими целями ехал, с какими эмоциями? Позвольте сначала рассказать, как это все начиналось. Мы пришли в кадетско-казачий класс в 5 классе 2020 года. Тогда у нас начался предмет НВП, начальная военная подготовка, на которой мы занимались строевой подготовкой, пулевой стрельбой, метанием ножей, метанием гранаты, вообще физической подготовкой. То есть с 5 класса все началось. Тебя это заинтересовало, да? Да. И сегодня ты уже 9-классник. И вот тебе сказали, ты едешь на такие крупные соревнования, да? Сразу решил ехать или немножечко подумал, или у вас не было возможности думать? Надо, значит надо. Мы как только узнали то, что соревнования будут, сразу вот в глазах эти огоньки загорелись, и мы начали тренироваться. Настраивали вас как педагоги на победу? Конечно. Или на участие просто? На победу. На победу. Давайте немного расскажем вообще про то, как проходил этот конкурс, да, вообще насколько масштабный и насколько серьезный этот конкурс. То есть, мы сказали уже, что представителей было очень много, да, различных школ. Но хочется сказать, что вообще в этом конкурсе принимают участие кадетские корпуса. Это ребята, которые являются уже, в общем, этих детей отбирают. Они, значит, проходят специальную подготовку. Ну, а мы, это общеобразовательная школа, и, в общем, мы тоже приняли участие в этом конкурсе. Но хотелось бы сказать, очень много этапов в конкурсе. Это, как вот Руслан уже сказал, и рубка лозы, и умение владением ножом, общефизическая подготовка. Кроме того, в этом году был добавлен еще такой конкурс, как БПЛА, управление беспилотными аппаратами. Ребята должны уметь играть в шахматы, они должны прекрасно петь, танцевать, уметь фланкировать. То есть вот такой обширный, большой опыт должен быть вот у ребят. Поэтому они готовились, конечно, в течение долгого времени, с 5 класса начиная. Они постоянно участвовали в различных играх и соревнованиях, что дало им возможность именно повысить свой уровень. Мы видим вот сейчас кадры подготовки ребят, да, в летний период на базе, если не ошибаюсь, детского лагеря «Орленок», правильно, да, проходили сборы, наверное, или как это правильно назвать? Это военно, вот это проходил этап казачий сполох.
Вот здесь ребята разных команд принимают участие. Это было вот проходило в этом году, в июне месяце. То есть ребята сначала победили в конкурсе «Казачий сполох» именно на республиканском уровне. Следующий этап был это войсковой этап в городе Хабаровске, где они тоже заняли призовое место. И, конечно, уже следующий этап это уже город Ростов. То есть вот за этот период мы прошли такую большую школу с ребятами вместе, поэтому это такой путь не короткий, достаточно очень длинный. Евгения Анатольевна, я вижу одних мальчишек, а девочки-то в команде были? Нет, по условиям конкурса в команде принимают участие только мальчики. Несмотря на это, в нашем классе есть и девочки, которые ранее принимали участие вот в этих конкурсах. Конечно, они были очень расстроены, что их не взяли на этот конкурс, но это мужской состав. Ну, очень здорово. Прям смотришь на этих молодых ребят уже как на настоящих мужчин, да? Столько навыков они приобретают. Это, конечно, очень и увлекательно, и полезно, да? Хорошо, вернемся все-таки к конкурсу. А с какими победами это мы вернулись? С какими наградами? Ну, хотелось бы сказать, что у нас была такая значимая, я считаю, что награда. Это мы заняли 2-е место по шахматам. Среди всех корпусов. Ребята заняли 2-е место, очень этому рады, молодцы. Вот. В остальных дисциплинах нам повезло меньше, но у нас хорошо прошел, значит, вот футбол, ребята проявили себя в футболе. И еще, ну вот с БПЛА у нас получилась немножечко такая не совсем удачное наше выступление в связи с тем, что мы не смогли подготовиться на том уровне, который бы хотелось. Ну, таких команд было несколько, к сожалению. И хотелось бы сказать о том, что в нас в республике надо вот именно это направление развивать. Ну, я думаю, впереди еще не одно участие в подобных мероприятиях, поэтому есть над чем работать, да? В любом случае, это опыт. Хорошо, Руслан, расскажи, ну, а вообще в дальнейшем ты бы хотел продолжить, да, свою жизнь, вот, допустим, ну, может быть, с каким-то направлением, вот, может, педагогом хочешь стать, наставником, может быть, хочешь пойти по военной лестнице карьерной, да? Правоохранительные органы. Правоохранительные органы. Ну, я думаю, тебя с такими знаниями примут вне конкурса, да? То есть все-таки хочешь служить на благо безопасности нашей страны, правильно? Умничка. Ты учишься до 11 класса или до 9 решил? До 9. До 9, после этого пойдешь получать среднеспециальное образование. Молодец. Ну а вообще плюсы и минусы обучения в казачьем классе, если вот так вот образно. Казачий класс, ну это, конечно, это гордость какая-то, да, это очень так престижно, я бы сказала. Ну а если говорить о минусах, тоже нужно поговорить и еще раз добавить несколько плюсов. Ну, я бы все-таки хотела сказать о плюсах. Дело в том, что ребята, которые пришли в 5 класс, это был сборный класс. Родители пожелали, чтобы ребята учились в этом классе. И, конечно, ребятам, они даже не представляли, что им предстоит пройти в течение этого долгого времени. Но я думаю, что плюсов достаточно много, потому что ребята очень изменились, они стали другими. Отмечают это учителя нашей школы и говорят о том, что какими они были в 5 классе и какие они стали сейчас, это 2 разные вещи. Но единственное, может быть, минус, который я бы хотела бы сказать, ну вот они очень много занимаются этой деятельностью, может быть. Мне кажется, только вот этот минус. Я пока вижу такой минус. Ну, то есть занятость такая достаточно серьезная. Интенсивная, да? Да, интенсивная. Ну а вообще дальнейшее будущее у ребят после таких масштабных соревнований, у них дальше какие-то еще будут этапы, либо они могут уже участвовать в следующем году? К сожалению, дело в том, что казачий сполох подразумевает участие учащихся, у которых возрастные есть особенности. То есть это 9-10 год, допустим, в этом году. То есть они могут участвовать только вот в ограниченное время. К сожалению, потом уже, в общем, участие у них уже... Они должны участвовать где-то в других мероприятиях. Ну вот, я думаю, что Руслан сказал о том, что он очень жалеет о том, что это был его крайний казачий сполох. Да? Ну ничего, будет что-то другое, будет уже другие новая история в новом учебном заведении. Я думаю, если ты такой прям увлеченный человек, и я так считаю, что, наверное, дисциплинированный, да, я думаю, у тебя все получится. Ну а самыми главными вообще конкурентами, вообще, какие кадетские корпуса, вот если взять другие регионы? Ну, как конкуренты не знаю, но мне запомнилось
команда, которая взяла первое место в казачьем всполохе в городе Ростове. Мгм. То есть сами, да, ростовчане победили? Да, Ростовская область победила, да, но дело в том, что вот что запомнилось тебе, ты Что рассказывала. запомнилось, они полосу препятствий, которую мы прошли за 15 минут, прошли за 4 минуты 58 секунд. Вот так. То есть разрыв Колоссальные, огромнейший. да. То есть они готовились очень серьезно настолько, Но да? при этом они не пытались как-то высмеять кого-то, они подходят, в общем, относились с уважением к своим соперникам. Вот так, да? Ну, я думаю, это такой даже дружеский момент какой-то, да? То есть приобрели новых друзей, обменялись контактами, будете общаться дальше, или вот отсоревновались и до свидания. Ну вот у них не очень получилось, я так понимаю, потому что был очень интенсивные соревнования. Они заканчивали соревнования в 10 часу вечера. И каждый день просто буквально вот они бегали, прыгали, значит, перед ними стояли все время какие-то задачи. Они вот только вот буквально пытались с ними справиться. И соревнования очень быстро закончились. В принципе, они начались 9 числа. И 11 числа уже закончились. То есть вечером уже должны были все выехать с места проживания. Спасибо большое, что посетили наш утренний эфир. Я хотела бы добавить, я хотела бы поблагодарить Министерство образования и науки за оказанную помощь и поддержку, значит, которая вот была оказана нашей команде. Я хотела бы поблагодарить Анну Борисовну Баянову, значит, нашего методиста, который занимается именно деятельностью, вот именно развитием казачества в республике. Я хотела бы поблагодарить одного человека, который на своей собственной инициативе проявил и помог нам подготовиться вот к соревнованиям по шахматам. Это Данилов, значит, извините, заволновалась немножко. Данилов Геннадий Семенович. Хотела бы поблагодарить Виталину Викторовну, которая готовила ребят, учила их фланкированию. Ну и, конечно, значит, всех, кто поддерживал ребят на протяжении всего конкурса. Евгения Анатольевна, Руслан, спасибо большое вам. Мы желаем вам успехов, хороших рабочих и учебных дней и прекрасного утреннего настроения. Спасибо. Армейский рукопашный бой, военно-прикладные виды спорта – это все, чем должен владеть настоящий воин-казак. Несомненно, спортивной подготовке подрастающего поколения всегда уделяли большое внимание. Конечно, заниматься серьезно каким-либо видом спорта – дело нелегкое, но вот сделать утреннюю зарядку под силу каждому. Встаем и повторяем несложные упражнения вместе с юными гимнастками. Доброе утро, Республика! Меня зовут Евгения, это мои ученицы клуба «Бриллианты Туймады». Давайте начнем этот день вместе с нами, с нашей небольшой разминки. Ноги на ширине плеч, делаем глубокий вдох, выдох и вдох, выдох и вдох, выдох, последний раз вдох, выдох, руки на пояс. Наклоны головы вперед, назад, в стороны. Можно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Повторим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Круговые движения головой. Спокойно. 1, 2, 3, 4, в другую сторону, 5, 6, 7 и 8. Правую руку положим на голову, наклон вправо, растягиваем мышцы шеи, небольшим нажатием на голову. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Смена руки, левая рука. 1, нажимаем, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Руки сложили в замочек, завели за голову, наклон головы вперед, небольшим нажатием тянем вниз. 1, 2, 3, 4, дышим 5, 6, 7, выросли. Руки вдоль туловища, поднимаем плечи наверх. 1, 2, максимально 3 наверх, 4, 5, 6, 7,
8. Круговые движения плечами назад. Раз. Хорошенько собираем лопатки сзади. 2. Выводим вперед плечи. 3. 4. Вперед. 5. 6. 7. 8. Руки в стороны. Ладошки в потолок. Разворот рук. Вперед. Раз. Вернули в исходное. 2. Еще 3. 4 и 5. 6. 7. 8. Круговые движения от локтя. Раз. Вовнутрь. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. На этом у нас все. Повторяйте этот комплекс и будьте здоровы. Художественная гимнастика – это невероятная сила духа и тела. Девочки-гимнастки стройные, грациозные, гибкие, пластичные. Одно заглядение. Конечно, в этом есть и заслуга тренера. Спортивный тренер – это профессия многогранная, которая включает в себя не только блестящие успехи в спорте, но и обладание качествами педагога и психолога. Тренер всем сердцем верит в своих подопечных. В фигурное катание меня привели с открытием у нас в Якутске Ледового дворца. Это был 96-й год. Сразу же с первых дней открытия я встала на этот лед, тренировалась до 13 лет. Потом уже с 17 лет стала тренировать. То есть одновременно получала образование, уже приступила к тренерской работе. И вот с тех пор, уже много-много лет, я тренирую. Тренер по фигурному катанию – это в первую очередь фанат. То есть если ты не фанатеешь своим видом деятельности, да, ничего, наверное, не получится. Потому что, конечно, это у нас тренировки и в 7 утра, это и до 11:30 ночи мы бываем, это постоянные сборы, постоянные командировки, то есть отрыв от семьи очень часто, то есть встает такой вопрос, что часто приходится быть где-то далеко от семьи, поэтому это, и работа с детьми, это всегда сложно, то есть каждый ребенок, он индивидуален, каждому нужно найти свой подход, это работа не с компьютером, не с техникой с какой-то, это живой человек, поэтому, фанат. График работы абсолютно не нормированный, то есть у нас есть тренировки с 7 утра, сейчас построили новый Ледовый дворец, здесь мы работаем с 11 где-то до 4 вечера, потом мы едем в волейбол-тур, там тренировочки у нас с 7 вечера, и часто бывает до 11. Гордимся мы, конечно, каждым нашим воспитанником. Есть ребята, которые уезжают из Якутии, из Якутска, в частности, в каком-то определенном возрасте, переезжают в центральные города ради того, чтобы продолжить карьеру. Такими мы особенно гордимся. Почему? Потому что у нас до определенного уровня развиваться можно. То есть, примерно, наверное, до 2-го спортивного разряда. Дальше нужны, конечно, совсем другие условия, больше льда, чего у нас очень не хватает. Поэтому многие детки, даже скорее не детки, родители решаются на такой серьезный шаг. Мы с удовольствием следим за их дальнейшей карьерой. Очень радуемся их успехам в центральных городах. Какие сегодня стоят планы, задачи у Федерации фигурного катания нашей республики? Планы и задачи у нас всегда одни – воспитать достойных деток, достойных спортсменов, чтобы представлять достойно наш регион на всех официальных стартах. Поэтому мы всегда стараемся работать на результат, чтобы у наших деток были хорошие результаты. Любой вид спорта, несомненно, в первую очередь труд. Но, как и в процессе обучения любому делу, одним из условий, определяющих успех, является профессионализм учителя, но в данном случае тренера. На успех любого дела влияет множество разных факторов. Главное – любить свое дело и получать удовольствие от проделанной работы. А если еще есть возможность воочию увидеть результат, это и есть верх совершенства. Следующий наш сюжет также про кропотливую работу, про талант, про красоту и стиль. Всем здравствуйте, меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист, и сегодня у нас с вами необычный сюжет. Если раньше мы говорили про базовый гардероб, про понятные образы на каждый день, а сегодня хочется поговорить о нашем, о родном, о любимом, о шикарных якутских дизайнерах, которых на самом деле очень много, а о многих, возможно, мы с вами даже еще и не слышали. Сегодня мы в классном пространстве, где представлены разные дизайнеры, и хочется уделить им время и показать вам, что они делают и как это можно носить в
повседневной жизни. Если мы привыкли, что якутские дизайнеры добавляют национальную эстетику, то здесь дизайнер добавил своего личного настроения. Тут можно обратить внимание на очень интересные нестандартные принты. Это всеми любимый свитшот и вот такие вот красивые розы. Все нанесено вручную. Посмотрите, как красиво передано настроение. Вроде бы и черно-белые цвета, но в то же время это выглядит очень классно и необычно. Обратите внимание на такое вот, казалось бы, необычное платье, но я рекомендую называть его все-таки базовым. Базовым для тех девушек, которые любят отличиться от остальных. Что мы можем здесь сделать? Здесь мы можем добавить скромные лаконичные аксессуары, и это будет платье даже для офиса. Но если вы добавите что-то необычное, что-то передающее ваше настроение, то такое платье, конечно, точно может выглядеть очень неоригинально. Посмотрите, здесь материал жатка, такая вот бабочка на животе. По-моему, это вот один из таких вариантов платья, когда его реально хочется иметь в своем гардеробе. Жакет. Казалось бы, обычный золотой жакет, кажется, что он из кожи. На самом деле здесь у нас внутри с вами трикотаж. Очень приятный к телу, очень мягкий и идеально будет смотреться как в сочетании с черными брюками в классическом прочтении. Также можно сделать что-то яркое и необычное, если будем выбирать, например, цветные какие-то варианты. Да? В сочетании с джинсами и белой майкой можно носить хоть каждый день. Поэтому именно с якутскими дизайнерами у нас есть возможность поддержать наших производителей, но и плюс к тому выглядеть очень необычно. Особенность якутского дизайна именно в том, что большинство вещей эксклюзивны. Вы больше не найдете второго такого же. Поэтому именно дизайнерская одежда может добавить в наш гардероб эксклюзивности. Вы можете использовать их как на мероприятия, так и для повседневной носки. Далее блок новостей. Осенний подсчет оленей стартовал в Якутии. Всего планируется обработать более 177 тысяч голов. Первыми к работе приступили в Булунском, Верхоянском, Кобяйском, Эвено-Батантайском и Устьянском районах. В остальных хозяйствах мероприятия пройдут в начале ноября. Работы завершат в середине декабря. Из-за теплой осени в этом году сезонный подсчет начали с опозданием. Литовка в хозяйствах прошла благополучно. В это время, кроме зооветеринарных мероприятий и инвентаризации, оленеводы также отбирают оленей для реализации на мясо, утверждают зимние маршруты выпаса оленей. Проходит медицинский осмотр. Также впервые проведут биркование и чипирование всех оленей. Якутия досрочно выполнила годовой план по социальной газификации. Сетевым газом обеспечили 1874 домовладения, при годовом плане в 1867. По сообщению главы региона Айсана Николаева, всего с 2021 года 7754 семьи Якутии подключили свои дома к газу. Ранее сообщалось, что в программу социальной газификации после 2025 года подключат 7 населенных пунктов – Витим, Пелидуй, Толон, Иннялы, Ортонахара, Чамча, Ленского района и село Даппарай Алекнинского. В Якутии среднегодовая температура воздуха с 1966 года по 2023 выросла на 3 градуса. Это вызвано в основном потеплением зимних сезонов. Данные получены по результатам анализа наблюдений, проведенных на действующих в настоящее время 97 метеостанциях республики. Повышение среднегодовой температуры воздуха в различных частях Якутии вызвано в основном потеплением зимних сезонов. Вклад летних сезонов менее значительный. В отношении осадков однозначности нет. Стартовало первенство Якутии по национальному многоборью среди юниоров и юниорок. Основными площадками проведения соревнований стали залы спортивных комплексов Дохсун и Модун. В соревнованиях участвует порядка 20 спортсменов из 9 районов Якутии. У юниоров программы состязаний аналогичны играм Дыгына. Они включают национальные прыжки, якутскую вертушку, масс-рестлинг, стрельбу из лука, хапсагай, бег на 400 метров и перетаскивание камня. Многоборье очень много будет. Это до Нового года уже еще 2 будет команды национальной федерации на призы, как командный чемпионат по национальному многоборью и отбор игр Абдыгына. Игры Абдыгына у нас в этом году 3 отбора будет. Это декабрь, февраль и в апреле. И основной, вот я сказал, это у нас в марте. В конце марта это чемпионат республики. Если там займут 16 сильнейших, войдут 16 сильнейших, они будут участвовать в играх Манчары.
Огромную стену из облаков наблюдали в Тикси. Удивительное зрелище восхитило и немного напугало местных жителей. На арктический поселок Тикси Булунского района 22 октября надвинулась огромная стена из облаков. Как объяснила метеоролог, причиной необычного природного явления стал контраст температур и нисходящих потоков воздуха в условиях антициклона. Облака напоминали айсберг и огромную стену. Высокие, ровные, очень красивые, делятся очевидцы. Было пасмурно и серо, но вдруг выглянуло солнце, и стена из облаков двинулась в сторону моря. Очень интересное явление, рассказал Айсен Попов, запечатлевший происходящее. К этому часу это все новости. Хорошего продолжения дня. С 15 по 16 октября в городе Челябинске прошел Всероссийский детский экологический форум. Это площадка, которая дает возможность школьникам обмениваться опытом разработки и реализации экологических проектов, представлять оценку экспертам свои проекты, а также выстраивать открытый диалог между взрослыми и детьми. Наши ребята заняли почетное 3-е место по проекту развития экотуризма в городе Якутске, Республики Саха-Якутия. И сегодня у нас в гостях учитель английского языка физико-технического лицея Ульяна Гаврилева и ученица 7 Б-класса Мария Степанова. Доброе утро! Доброе утро. Доброе утро. Но мы все не понаслышке знаем, что физико-технический лицей – это у нас такая очень серьезная школа, да, где углубленные обучают математике, физике, информатике, а тут неожиданно у нас всплыла экология, да. А как это можно объяснить? Доброе утро. Ну, вы совершенно правы, когда вот говорите, что качественное обучение у нас по вышеперечисленным предметам, но у нас обучают очень хорошо не только по этим предметам, но и по биологии, по географии, английскому языку, русскому языку, да. И в этом году мы с радостью можем поделиться нашей радостью, что мы опять попали в число топ-100 лучших школ Российской Федерации по уровню конкурентоспособности наших выпускников по поступлению в ведущие вузы страны. А вот что касается вашего вопроса по экологии, да, наша дружба с экологией началась, ну, наверное, вот далекие 2011-2012 учебные годы, когда к нам в лицей пришла учитель дополнительного образования по экологии Миронова Любовь Николаевна. И вот Любовь Николаевна действительно зажгла в наших учениках любовь к экологии, да, стремление сделать нашу планету лучше. И вот с того момента начались разные экспедиции, летние в Алекминский улус, Безанарий. И вот в 2017 году на грант Фонда будущих поколений была открыта первая в Якутии экотропа, просветительская экотропа под названием «Заповедная Кенкеме». Вот мы видим сейчас кадры, видимо, как раз из этого, да, мероприятия. Ребята вот как раз, видимо, прибирались, да, посещали интересные локации, да. Мария, вопрос к вам. Откуда вы вообще узнали про проведение детского экологического форума и как попали в команду? Ну, получается, еще будучи пятиклассниками, мы вступили в экологические ряды. Мы стали эколятами официально во 2-й школе. И вот, начиная с того времени, мы проводим разные субботники, собираем всякие батарейки, мусор, макулатуру. В общем, нам это все очень интересно и все это очень нравится. Какие проекты были представлены вообще даже другими регионами Российской Федерации и какой проект защитили мы? Ну вот на самом деле вот все 89 регионов Российской Федерации участвовали в этом году вот на этом форуме. Но в финал прошли 51 регион, и мы в том числе, чем мы очень горды и чему мы очень радуемся. Ну, проекты на самом деле были самые разнообразные, так что организаторам пришлось поделить на разные номинации. Вот если вспомнить эти номинации, то там можно вспомнить вот экологические, то есть цифровые проекты, да, по использованию отходов, защита водоемов, мониторинг воздуха и так далее. Ну, в общем, те вопросы, которые интересуют сегодня не только детей, но и взрослых, да? Маша, ну какой у вас был проект и вообще как вы его представляли?
В общем, тема моего проекта «Экологическая оценка соснового древостоя в городском парке города Якутска». Я оценивала санитарное состояние древостоя и выявляла причины ухудшения деревьев, в результате чего, результаты показали, что древостой сосны обыкновенной имеет низкий жизненный потенциал и неутешительную перспективу развития. Я с этим проектом выступила на НПК, причем очень успешно. То есть ты устно защищала? Да. Перед комиссией? Перед комиссией. И исходя из того, что я выступила успешно и дошла аж до всероссийского уровня, где заняла 3-е место, мы подали заявку на грант движения первых, выиграли, и на этот грант сделали экологическую тропу «Эко-плюс» в парке. Вот так. У нас есть тропа «Эко-плюс» в парке, да? Да. Чему она посвящена? Что-то можно увидеть? Вообще, как она выглядит, чтобы зрители хотя бы знали? Так, значит, вот как Маша сказала, нам в этом году посчастливилось выиграть грант в размере 1 миллион 820 тысяч рублей. Да вы это что? Да, действительно. Это дети выигрывают такие гранты? Да, и получается, летом началась кропотливая работа. Вы, наверное, заметили, что в парке появились стенды, да, просветительские стенды, 35 стендов, над которым работали наши лицеисты под руководством замдиректора по воспитательной работе Коркина Александры Петровны. И вот сейчас гости столицы и горожане могут ознакомиться с флорой и фауной на территории нашего парка и узнать, что находится в сосновом лесу. Вот так. Очень интересно. Вы прям удивляете, да, своими достижениями и показателями. Ну, а в целом, Мария, какие впечатления остались после форума, да? Ну, ты такая очень активная, позитивная, веселая, уверенная в себе. Вот, а что тебе еще мог дать этот форум? Ну, в общем, я очень рада, что я смогла стать участником такого масштабного мероприятия. И то есть мы очень много провели времени за подготовкой, мы учились играть на хамусах, мы репетировали танец, мы учили проекты. Было очень много разных концертов, мы пели, танцевали, веселились. Мы сами не ожидали, что будет так масштабно и так круто. Можно было задать свободно вопросы на пленарном заседании, и эксперты с удовольствием на все отвечали. Потом было очень интересно выслушать проект других ребят из других регионов, и послушать мнение экспертов, которые давали реально дельные советы. Мне очень понравилось посещать разные мастер-классы с ребятами из разных уголков России, ведь каждый из нас имел доступ свободного общения, и то есть так мы завели много друзей. Я очень рада, что я стала участником, и этот экофорум показал, что мы не одни экологи, что нас много, и мы можем поднять экологический уровень в России. И большой опыт для моих одноклассников, для меня. Мы все стали дружнее и замотивировались еще больше. Какая грамотная речь, да? Иногда даже вот ловлю себя на мысли, что я разговариваю не с ребенком 7 класса, да? То есть такой хороший, богатый словарный запас, владение терминологией, это очень здорово. Спасибо большое, Ульяна Адамовна, спасибо большое, Мария, за то, что посетили наш утренний эфир, рассказали об экологическом форуме. Ну и я уверена, что благодаря таким энтузиастам во главе с такими преподавателями, действительно, экология в республике, да и в стране выйдет совершенно на другой уровень, и будущее есть за юными экологами, как ты сказала, эколятами. Эколятами. Спасибо большое, хорошего вам рабочего дня и, конечно же, плодотворных успехов. До свидания. До свидания. Спасибо. Четверг в России – это не только рыбный день, но и кинодень, в который премьерные фильмы выходят в прокат. Не во всех странах день старта фильмов в кинопрокате одинаковый. В России, Германии, Австралии, Мексике, Бразилии, Италии – это четверг. А вот, например, в Великобритании, Южной Корее, в США и в Испании – это пятница. Во Франции – среда, а в Японии и вовсе суббота. К тому же ни одного закона или соглашения, регламентирующего, в какой день недели должен выходить фильм, нет ни в одной стране. А какие премьеры можно посмотреть у нас в Якутске, узнаем далее. Возмутительное судейское решение, и оба спортсмена получают дисквалификацию. Смотрите в эти выходные. «Триумф» – самый кассовый якутский фильм. Крану.
быть тренер Коркмара. Чемпион Интара. Это вдохновляющая история о силе воли и упорстве, демонстрирующая, что никакие препятствия не могут остановить человека на пути к достижению своих целей, особенно если он окружен поддержкой друзей и наставника. Основанный на реальных событиях 1976 года, фильм «Триумф» повествует историю восхождения на Олимп якутских борцов Романа Дмитриева, Павла Пенигина и Александра Иванова, чьи имена прогремели на весь мир. Их путь к успеху неразрывно связан с личностью выдающегося тренера Дмитрия Коркина, легендарного человека, прирожденного педагога, новатора и воспитателя. Имя Коркина навсегда вписано в историю зарождения и триумфального становления вольной борьбы в Якутии. Для маленького северного народа. Я появился на свет в дремучей чаще, в одном из тех укромных мест, о которых ведают лишь обитатели леса. Здесь меня ждало удивительное приключение. Молодой олененок Бэмби открывает для себя мир природы и вместе с друзьями учится жизни в лесу. Когда наступает осень, Бэмби навсегда разлучает с матерью. Теперь ему предстоит найти собственный путь и стать отважным вожаком своих собратьев. Долгожданная художественная экранизация знаменитой классической истории Феликса Зальтона, на которой выросло не одно поколение детей. История рождения, взросления и опасных приключений маленького олененка Бэмби и его лесных друзей. Бэмби. Мой маленький милый Бэмби. Бэмби. История жизни в лесу. Меня зовут Милдред. Я очень люблю читать. Особенно про хоббитов и все такое. Одноклассники называют меня душнилой. Хотя я обожаю бывать на открытом воздухе. Люблю природу и просторы. Жизнь отличницы Милдред переворачивается с ног на голову, когда в ее жизни появляется папа-фокусник, которого она не видела много лет. Поскольку девочка интересуется не фокусами, а природой, отец предлагает ей вместе отправиться в путешествие. Их ждет фантастическое приключение в поисках исчезающего вида пантеры, в ходе которого им не только придется узнать друг друга получше, но и стать самыми близкими друзьями, которым по плечу любые трудности. Пригодятся и школьные знания, и папины фокусы. Я рядом. Я спасу тебя. Беги, беги, беги! Привет, киса. Я никогда не был так счастлив. Самое крутое впереди. Элайджа Вуд в фильме «Фантастическое путешествие». Еще вставай. А вот она уже спит, вот энцефалограмма, ее начинает сонная, вот, засыпающая кошка. Более 100 лет ученые изучают физиологию сна. Ученый Иван Пигарев провел сотни экспериментов и выдвинул новую гипотезу о предназначении сна. «Сон не для мозга», — говорит он. У него есть сторонники, а есть оппоненты. Пигаревым восхищаются, с ним спорят, ему сочувствуют, с него берут пример. А еще Иван Николаевич, праправнук Тютчева, и его детство Муранова в фильме неожиданно вплетается в историю научного поиска. Этот фильм об исследовании сна и жизни в науке. Он один это сделал, а другие бы не отважились. Вы вновь смотрите программу «Утро Якутии», и в начале нашего эфира мы объявили небольшую телевикторину. Мы озвучили вопрос, на который вы, дорогие телезрители, должны были успеть дать правильный ответ. Итак, вопрос звучал следующим образом. Про какой месяц не писал Шекспир? Звонков было достаточно, но победитель только один. И сейчас он с нами на прямой связи. Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте. Доброе утро! Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Татьяна Федоровна Семенова. Очень приятно, Татьяна. Вы являетесь нашим постоянным зрителем или случайно включили сегодня телеканал «Якутия-24»? Нет, Дарья, постоянный. Я у вас даже в гостях в студии была. Это вы и есть та самая активная телезрительница, которую приглашали нам в студию. То есть не пропускаете эфиры? Да. Но вот вы знаете, сегодня вас опередило несколько человек, но они называли неправильный ответ. А вот вам удалось, во-первых, дозвониться, во-вторых, дать правильный ответ. И какой же у нас правильный ответ?
Правильный ответ. Шекспир не писал произведение про Октябрь. Не писал. Не писал, верно. Итак, ну что, в вашей копилке, в вашей коллекции появится вот такая замечательная кружка с брендом нашего телеканала и небольшой сладкий маленький презент. Ой, да вы что? С вами свяжется редакция обязательно, и вы получите свой подарок от нас. Скажите, а может быть у вас есть чем поделиться, хорошей новостью, может быть есть кому передать привет или поздравить кого-то? Ну, передаю привет своей семье, так как я сейчас уже не работаю. Только своей семье, своим внукам. И спешу поделиться радостью, что я скоро поеду в город своей студенческой юности. Все. Это куда, если не секрет? Благовещенск. Благовещенск. Ну что, замечательно. 40 лет. Сколько? 40. 40 лет не были там? Ну, была, но 40 лет окончания, со дня окончания. Все понятно. Вот как раз того самого факультета иностранных языков. Факультета иностранных языков. Но это замечательный повод посетить родной город. Мы благодарим вас за участие. Смотрите и дальше наши эфиры. И мы очень рады, что у нас есть такие благодарные и веселые телезрители, как вы. Спасибо большое. Спасибо большое, Дарья. Я с вами как раз была в студии.